Все готовились к празднованию его юбилея. Он прожил почти 100 лет и, кажется, в этот век вместил 3 разных жизни. Владимир Попов – участник Великой Отечественной войны. Родился в Мариуполе в семье военного, с 17-летним юношей ушел на фронт и служил до 47-го. Сегодня в зале десятки наград. Среди них орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны второй степени. Я прошел всю войну. Из этой мясорубки я вышел живой. Выдержав ужасы войны, Владимир Попов не теряет стремления к красоте. Он поступает в Казанское художественное училище и становится живописцем. Посвящает свои работы поднятой целине, индустриализации, развитию городов. Был и цикл, посвященный религиозным святыням. В кризисные 90-е он неожиданно, а может, кстати, ожидаемо, увлекся арабской каллиграфией. Начал изучать ее по фотографиям шамаилей 19-20 веков. И пришел ко мне с вопросом о значении шамаилей. Ему понравилась сначала форма, а затем и смыслы. Он познакомился с Кораном в русском переводе и стал отражать аяты в своих работах. В свои 70 Владимир Попов раскрылся по-новому именно в этой технике. Он стал одним из первых профессиональных художников, развивающих современный шамаиль. В 2014-м был удостоен государственной премии имени Тукая. Его работы с интересом встречали и за рубежом, вспоминает организатор выставок Асия Садыкова. Все его композиции, они вызывали немедленный отклик, независимо от того, была ли это арабская страна, мусульманского толка, либо это была европейская страна. Это человек, у которого во всех работах сквозила именно любовь к родине. Он воспевал людей труда. Но, наверное, для нас он особенно запомнится тем, что, живя в Татарстане, Владимир Александрович, он полностью проникся красотой и культурой, и традициями, корнями нашей национальной культуры. На верхних этажах галереи современного искусства располагалась мастерская Владимира Попова. В фондах музея сегодня хранятся около 100 произведений. Лена Изнатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань.